Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Значит, в отношении вертолетов, самолетов, недавно на одном из телеканалов было выступление мною ранее уважаемого человека, Топчебек Турганалиев, который сказал, что я продал 17 боевых самолетов. Во-первых, у нас никогда не было самолетов боевых в таком количестве. Это первое. Никаких вертолетов никогда не продавал. Если бы я так всем говорю, если один винтик от самолета я продал кому-нибудь, я публично при всех заявил, я возьму оружие и публично застрелюсь. Но если не докажут, что я продал, я других не хочу, чтобы они стрелялись, но пусть просто принесут мне извинения. Но люди, что интересно, да, я хочу один момент рассказать, притча такая есть. Один человек на другого наговорил всякие гадости, оклеветал. Это было там 1000 лет назад. И они пришли к судье. Судья говорит, выяснил все вопросы, говорит, да, ты, оказывается, сказал неправильно, ты этого человека оклеветал. Тебе такое наказание. Пойдешь домой, при свидетелях, у тебя есть подушки, там есть перья, все это вспоришь и на ветер бросишь. И завтра придешь, мне скажешь. Он так и сделал. Приходит, говорит, так, что ты сделал? Я, говорит, все распорол, все бросил, ветер уже разнес. Теперь иди, говорит, собери. Он говорит, как я могу собрать? Это же перья, как я соберу? Вот твоя клевета такая же. Ты сказал, а теперь я, судья, сказал, что ты не прав, но только мы знаем, 3 человека, что ты не прав. А твоя клевета пошла по всему миру. Вот так и со мной. Вот это самолеты кто-то говорит, один написали, до сих пор говорят, и ни одного факта нет. И не могло быть, потому что у нас не было такой техники. Понимаете? Вот мой ответ.